В далеком 1852 году началось переселение семей староверов в Якутскую область для заселения Якутско-Аянского тракта. Среди переселенцев был Михаил Анисимович Кушнарев, давший начало роду на якутской земле. Его сын Акепсим Михайлович Кушнарев с другими поселенцами основали селение Павловское на правом берегу Лены в 23 верстах от Якутска. В Павловске поселенцы занялись хлебопашеством, овощеводством, снабжали город Якутск хлебом и овощами. В этой передаче мы расскажем об истории восстановления дореволюционного фотоальбома, принадлежавшего семье Виллисовых-Кушнаревых. Работы грантовые, это вот то, что мы сегодня присутствуем на презентации исторического фотоальбома. Здесь сошлись интересы профессиональные, общественные и такая удача, скажем так, что грант был выделен, и мы сегодня говорим спасибо Сандре Ильиничне, соавторам, всех, кто был причастен к этому знаменательному событию, потому что фотоальбом, я уверен в этом, будет одним из золотых страниц в истории нашего города Якутска. Участники презентации альбома «Якутский край» в конце 19-го, начале 20 века. Мы сегодня презентуем, памятный альбом семьи Виллисовых-Кушнаревых, и Российское географическое общество в очередной раз нас радует новым свежим историческим проектом, который связан с нашей историей. Дело в том, что вот этот альбом, фотоальбом, не так часто вообще бывают вот такие вообще издания с точки зрения содержания, полиграфии, и даже внешне он напоминает, конечно, альбом конца 19-го, начала 20 века, стилизован под такой домашний семейный альбом, если брать его вот так в руки. И надо сказать, что этот альбом, он имеет свою, конечно, историю, он мог быть утрачен. Историко-культурного атласа Якутии. И как раз для сбора иллюстраций меня тогдашний директор Василий Николаевич Иванов отправил в город Иркутск. Поскольку Иркутск – это один из наших старейших культурных центров, и, как вы все знаете, до революции Якутия входила в состав Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. Когда я туда приехала, как раз я и впервые увидела этот альбом. Оказалось, что в те годы по фонду Сороса оцифровали весь этот альбом, и сейчас он, в принципе, в оцифрованном виде хранится в библиотеке Конгресса США. И отдельные фотографии с тех пор очень активно гуляют по интернету. Многие используют в своих работах, часто без ссылки. Но тогда нам удалось договориться, хранится этот альбом в коллекции
Мита Романова. Это личность действительно поистине легендарная, известный историк, библиофил. Романова подписана была скромно ученики церковно-приходской школы, но я сразу атрибутировала. Это увидела в центре известного очень человека, это Дмитрий Дмитриевич Сивцев, учитель Сунтарского народного училища, представитель Якутской области на Парижской выставке 1900 года. И тогда нам удалось, мы договорились, копии взяли в наш музей, а вот получили разрешение на публикацию только одной вот этой фотографии. Анна Михайловна Лаврова приехала к нам в сентябре для участия в нашей международной конференции по изучению Арктики. И в рамках этой конференции Анна Михайловна презентовала выпущенную ей книгу воспоминаний «Усадьба на берегу Ангары», посвященная своим предкам. Это Кушнаревым, Виллисовым и Киселевым. Анна Михайловна как раз тогда смогла съездить на свою историческую родину, в Павловск. Вот она встречалась, музей посетила. И тогда вот у нас как раз и зародилась эта идея издать альбом. Показать широкому кругу общественности историко-культурное и природное наследие фотографов XIX – начала XX века, которые отражают всю историю, природно-климатические особенности Якутии в их естественном культурном многообразии. хочется несколько слов только сказать, потому что Татьяна Ильинична очень хорошо все рассказала. Я просто хочу сказать, как я нашла этот альбом. Совершенно случайно. Я пришла к иркутскому историку Александру Николаевичу Горащенко за журналом об Иркутске. Ну и спросила, чем он занимается сейчас, что он собирается еще издавать. Он сказал, что собирается издавать альбом различных лиц Иркутска, ну просто граждан. И сказал, что нашел совершенно замечательную фотографию девушки, которая ему очень понравилась. Но, к сожалению, вот очаровательная девушка, но безымянная. Ну, я вам сейчас покажу, сказал он. И на большом экране высветил фотографию, где сидит моя бабушка. И я ему говорю, это моя бабушка. Он даже был совершенно просто поражен. Я говорю, я знаю, кто рядом с ней. А рядом с ней сидит жена Кушнарева, Акипсима Михайловича. Вот, потом сидит моя прабабушка Агриппина Михайловна Кушнарева, потом
девичестве, замужестве Давыда Кушнерева. И брат моей бабушки, то есть мой родительный дедушка. Ну, конечно, поражен был Александр Николаевич Горащенко и сказал, давайте пойдем посмотрим, потому что этот журнал, этот альбом никому не отдают. Он находится в редком фонде, и его выдают только большим каким-то там, не знаю, случаем, кому-то, историкам, еще кому-то. Мы пришли в библиотеку Иркутского университета, ну и нам показали этот альбом. Я сказала, что некоторые фотографии я знаю, они есть у моей бабушки. Бабушка моя составляла альбомы. И альбомы, эти фотографии дарил ей ее брат Душнаев Ефимович и друг их Зуев Евстратий Маркович. Она собирала все эти фотографии и составляла альбомы. Вот эта история вот этого альбома. Это было 20 лет тому назад. Я попыталась поговорить с начальницей, директором библиотеки, чтобы она разрешила мне, может быть, напечатать хоть какие-то фотографии или альбом. Ну, мне было сказано, что они сами это сделают. Ну, 20 лет они ничего не сделали. И вот встретилась я с Сарданой Ильиничной. И мы с ней поговорили на эту тему. Сардана Ильинична заразилась этим проектом и приехала в Иркутск. И вот мы в Иркутске уже точно все договорились, съездили в библиотеку, съездили в типографию, и дело пошло. И вот альбом на столе. Вот так. Это тема купечества, история торговли, товарно-денежных отношений в Якутии стала актуальной ну, где-то так 30-35 лет. Со времен перестройки всегда требовали придерживаться в советское время партийно-классовой позиции к представителям чуждых классов. Тем более Кушнаревым, которые были причислены к врагам советской власти. Петр Акисимович Кушнарев, он являлся тогда организатором похода Пепеляева в 1922-1923 годах в Якутии. И мы знали, что только с этой стороны купечества и детально не ознакомился еще, но и я суть старообрядчества знаю с детства, генетически заложено, потому что у нас все предки в деревне Павловск жили. Вот этот альбом ведь очевидно идет о Кушнаревых. Кушнарев был меценат главный старообрядчества, он строил церкви, часовню, построил дома престарелых, строил. Вот здесь в Якутске 2 дома, это его постройки. Есть невестки Кушнаревой, один дом называется Кружало, это его тоже кушнаревская. Вот, и он, так же, как и остальные предки, сослан сюда был за веру, за то, что крестились 2 перстами, а царевна Софья отрубала прямо руки. Вот так мучили староверов, ссылали всюду. Потом большевики хотели примазаться к Кушнареву, но он сразу понял, что они идут не туда. Он, как говорят, скрылся за границей, короче говоря. Вот. А память его большая осталась. Дома стоят, кладбище оборудовано, часовня отремонтирована. Вот. Как сказать, чем больше люди приносили пользы, тем больше они получали наказания. Так получается. Их ссылали везде, Аянский тракт основывали они.
Бодайбо на золотоприисках работали. Ну, в общем, люди были зажиточные, но они о себе мало беспокоились. Беспокоились только о том, чтобы старообрядчество не исчезло никуда, и старая вера жила, и, слава Богу, она живет до сих пор. Вот, церковь, конечно, большевики пришли, тут, наверное, фотография будет, наверное, когда будет альбом показывать. Церковь сожгли большевики, но, а часовню не стали, видимо, там трудно. И притом Строт Иван Яковлевич, он был, как сказать, защитник, постоянно защищал староверов, особенно когда ругались, там дали, он даже одному расстрелом пригрозил: будете к старикам придираться, я вас сейчас же расстреляю. Так замолкли они. Вот таким образом. Секрет их коммерческого успеха? Трудолюбие и постоянный поиск. Всех старообрядцев считали, что забитые такими люди ничего не стоят. А вот на примере Кушнарева можно посмотреть, как заниматься коммерцией, как предпринимательство развивать. И главное, не себе в угоду, а на пользу народа. Ну, а дед мой, он у Кушнарева служил приказчиком. То, что он был старообрядец, ему офицерский чин не давали, а работал, занимал должность офицера, участвовал в русско-японской войне и награжден многими, в том числе оружие ему дали. Пришлось при большевиках это оружие все утопить. Мы еще в детстве искали, как бы поднять. Ну, вкратце вот так. Много еще можно рассказать, но... Поэтому первый выступала Анна Михайловна. Сейчас мне хочется сказать несколько слов благодарности всей дружной команде специалистов, профессионалов, которые сделали, казалось бы, невозможное. Вернули из небытия замечательный альбом видов Якутии конца 19-го, начала 20 века. Этим самым в научное и общественное пространство вернулись и фотографы, которые делали эти фотографии, о чем говорила Сардана Ильинична, и те купцы, и та семья, вот Виллисов, Кушнаревых, дружная семья, которые заказывали эти фотографии, делали их копии, и Агафья Парфенова составляла этот альбом. Вот я бы сравнила это образно с поднятием со дна как бы сокровищ Титаника, потому что в то время уже ушло, казалось бы, безвозвратно. А сейчас вот у нас альбом мы имеем в руках благодаря работе коллектива энтузиастов, который нам это время возвращает. Вообще для Якутии не так уж много фотографий имелось для конца 19-го, начала 20 века. И каждая фотография на вес золота, можно сказать. Поэтому этот альбом, его появление является очень ценным вкладом как, собственно, в научные исследования, так и в историю восстановления исторического прошлого и идентичности населения современной Якутии. Энергии. Неравнодушно, очень внимательно подошли к этому проекту, чем объясняется его безусловный успех. Также хочется отметить высокое, что уже говорилось сегодня, но еще раз подчеркну, полиграфическое качество этого издания. Но это образец, на который можно равняться последующим исследователям, которые захотят сделать такой же проект. В целом данный альбом вписывается в такой, что ли, тренд направления визуализации нашей жизни, когда с появлением интернета
и у каждого из нас в руках смартфоны, и можем делать фотографии, и жизнь наша очень сильно визуализирована. И то, что было накоплено в музеях, то, что было накоплено в личных архивах, вдруг оказалось востребованным, оказалось необходимым. И это оказался такой огромный, богатейший пласт нашей истории и культуры, что можно только удивляться. Еще раз приветствую всех участников этой презентации и особая благодарность и уважение к команде исследователей и, конечно, инициаторам этой работы Сардане Ильиничне Бояковой и Анне Михайловне Ивановой. Всем всего доброго и большой привет жителям Павловска, которые так от меня и от Анны Михайловны в первую очередь, вот она говорит, которая с такой любовью и радушием встречали нас в 24 году. В 80-м и далее годах я сразу же столкнулся с фамилией Кушнаревых. И, естественно, для меня сначала были очень интересны сами пароходы. Ведь дело в том, что и Акипсим Кушнарев, и Полярный – это были мощные, вообще мощнейшие по тем временам пароходы. Потом у них и судьба интереснейшая. Полярный – это вообще, представляете, построен в Англии, пришел на Енисей, перетащили на Байкал, с Байкала потом перетащили на Лену. Вот. Сначала он назывался Ян Кронштадтский, потом он назывался Север, потом он назывался Полярный. Ну, это вообще, как это, путешествие. Люди не все так могут, как пароход. Акипсим Кушнарев, комфортабельное пассажирское судно, ну, как бы сказать, тоже с интереснейшей судьбой. Штаб Красной военной флотилии, значит, участник установления советской власти, пропагандист, проработал до середины 60-х годов. Ну, представляете, это больше полвека работал пароход. Но затем постепенно, как бы сказать, я переключился и на купцов. Вот. Про одного купца, его фамилия Глотов, основатель срочного почтово-пассажирского пароходства. Я даже в этом году сделал книжку и презентовал ее в Киринске, Иркутской области. Ну, по Кушнареву, помимо меня, были такие исследователи, которые, в общем-то, ну, я хочу сказать, что ведь становление Кушнарева Акипсима Михайловича как купца тоже ведь связано с судоходством. Пароход знаменитый Тихон Задонский, капитан которого помогал Кушнареву доставлять продукты еще мелкими партиями сначала на ленские прииски. Ведь это же как бы послужило базой потом для роста Кушнарева как купца. Ну, в общем, я думаю, что большинство людей об этом все знают. Меня, как бы сказать, мучает давно одна мысль. Значит, вот на странице 34 помещена фотография, где стоит пароход с баржей напротив населенного пункта. Дело вот в чем. Ну, написано, что это в Алекминске. Конечно, это явно не Алекминск, никак. Вот. Ну, будучи в Кюсюре, мы посещали Булун. Вот. Ну, вернее, то, что осталось от Булуна. Там могила Санникова, мемориальчик, покосившийся красноармейцам. И вот, вы знаете, когда вот выходишь на кладбище, на Булунское, да, там вот прямо речка Булунка, она так изгибается, такую петлю делает и впадает в реку Лена. Так вот мне прямо кажется, что это вот как раз это Булун, и вот этот гребень, на котором, собственно говоря, кладбище и находится Булунское. Но дело в том, что правый берег реки Лены напротив Булуна бывшего, он же низкий. Там Кюсюр — это низменное место. А снято-то как будто с самолета.
И вот я до сих пор ломаю голову, и до сих пор для меня это загадка, как сделана была эта фотография. Вот. Ну, в общем, конечно, очень много интересного. И я, зная, как делаются книги, какие бывают иногда препятствия, да, у меня всего выпущено 65 книг, и уже еще 2 книги в проекте. Вот, поэтому всякий раз это какие-то препятствия, это всякий раз что-то надо преодолевать. То одно, то другое, то нет света, то нет краски, то нет чего-то, то в общем... Ну, в общем, я хочу сказать, что действительно это... Я очень много фотографий, конечно, видел в интернете, вот, и спасибо Сардане Ильиничне за мою высокую оценку скромного моего труда. Так что отличнейший альбом, просто замечательный. И вот действительно это, слов нет. Байков Евгений Русланович, являюсь, родственником Сарданы Ильиничны Байковой, сын брата, Сарданы Ильиничны. Я являюсь помощником ей вот в этом, поездке в Иркутск, участвовал в собирании архивов и, помогал в целом. Вот, меня где-то в предисловии упоминают. Вот. Е.Р. Байков Евгений Русланович. Спасибо. Первой гильдии это Акипсим и Петр Кушнарёвы, и Купчиха второй гильдии Агриппина Кушнарёва. Поздравляем Сардану Ильиничну и всю команду с выходом вот такого богатого фотоальбома. И нам подарили, спасибо большое. Мы будем делать проекты, нам будет помощь. Вот внизу красным кругом отмечено, вот написано Анна Михайловна, правнучка Агриппины, Купчихи второй гильдии Агриппины Кушнарёвой. Вот эту родословная сделана из архивных материалов. Эту книгу «Нерюктейлер Павловскайдар», первая часть, написал наш краевед Рудольф Карлович Михайлов. Бүгін бігі бұл альбом презентациятығар мен хаңалы солуғын нөріктейін хелегеттен Павловскайттан келді бет. Бұл тоғы жетергет бұл Павловскайға Кушнарёвтар, Старовердар бігеға олар бұт сілдері. Онда 2 тұхынча сүлбет өтсіллаққа балаған ең сүлбет 9 күнігер Анна Михайловна Лаврова бігеға келен ұлдықтабыда. Онна мәхал бәға бұл бейлерін сажандарын олар бұт сілдерін көрін істен сөғін барбыда. Оны берген дағаны бігеннің дықытта себәспетін тұталары бұд, сұруйсабыд, білсебіт. Үті күнінен біге бұл Павловскай Игнатьев Иван Прокопьевич атынан, кенеге үйбан атынан музей үләйттері бит. Біге бұл музей бітігер бәхес сылын үләләнері бит. Ол тоғар, бұл сылдар тоғары біге оғылары кытта. Біге юны краеветтен оғыларға күрхоқтақ бұд. Күрхоқ кейінен біге оғылар бұтын бұл Ченчер исследовательский проекттарынан жарықты бұд. Онтан бір самай улахан проект бұтынан бұл тоғы Эрге Павловскайден. Олата бұл Кушнарёвтар, бұл Старовердар, олар бұл деревнелері білеген Старый Павловск, Эрге Павловскайден аттанан микрорайон болан оларар. Бұл бұлыр Акипсим Михайлович Кушнарёв сағаттан. Бұл деревнеға қолыбыра өтебіге архив документтарын көрдік бүтіне. Отут түйет қолыры жиенен олборынан келенлер бұл Якутскай губернаторы Крафт сир берен. Манна бу көңүл яланнар бу Старовердар келеннер олақсый буттар диен. Онан болана ботан бихе бу архив документтарын хаме интерехиней диен бихеқа историк краевед Михайлов Рудольф Карлович бу оларын аспыта бу бихинеліктей битигер комайок хинкене бу олақтан турабыта кені бихеқа хүрдәғы чүгей бу нөріктейлер Павловскайдар диен архив документтарыгар олығыр бут кенегені бәліқтен бу қалларда. Білеген бі өтенне ити кенегеға бір манна түхімек бұғытынан бу Кушнарёвтар сыжанларын тұхынан кеннер родословнайдыра кеннер бу
тыгынчагы сүсеттон 5 сыллакка бу Павловскайга оскола үбүлен астараллар. Ол оскола бу былырын хүрбе 5 сыллакка сүз бehen сылын толбута. Онон билеген бехиги бу проект бут сетен котон бу үеретилден быйыл бүтерер буланнакпыт, быйылгы үерек жылыгар, уанна бу эрге Павловскай бут бу сагаланар сиригер. Бехиги бу эдер ичаттар бут, оголор бут көрдүннер бу маннык жоннор, маннык деревине болан бу Павловскай селение ден артак деревине бар эте ден хөп, манна бу скола бар эте, манна бу таңыра жете бар эте, манна балыха бар эте, библиотека бар эте ден итинник колора бехиги оны көрдөрөр мемориальный маннык карта схема оңоромут үйір буланнакпыт. Анна Михайловна бу бейтин сыжаннарын Велисовтар, Кушнаревтар тустарын бу альбому эме көрөмөт бехемел багы туханыакпыт дем. Аспыт жонтортон ыйытаммыт эбилден ихер. Колубур бир диэни ылан көрдөкпүтүнө бу Кушнаревтартан Старвердаттан калбыт бир дие билигин дагана Лена житсаат болан үлели турар. Онда диете болда сүрдәгән тутута өшүгәйен, бөгөтүн, билигин да функционерыйды турар бе 2 саатта аксеп, оны хылтан хылаксын бандык эбиллен хер диелер бит тураллар, комайык ен беге ол диеттен бир диене администрацияттан музей оңорары бит көрдү хатыбыт. Онтуга бит бара уже атын жоңго хурулла хаҗар болан кыллыбат. Ота кепсиллеринен баллагана холобур ол ынак көлүн сөбүлен Аянский трак кабылдыбытын кенне диягатер барыкытын сөп жетактыради. Оны бу жоннор сака херин хөбүләннер. Ол губернатордун прошение ыланнар каллактыради. Оны келеннер ус маянан, марканан тенен олар доктор оны бияка ынак көлө ден көл барылыхан. Ол бу сөбүләннер бу ынак көлүн хөбүләннер ол тулалар доктор бир эре улусса. Оны ол оғыруаттарын, вот именно оғыруат олар дунан жарықтан бұттар. Бия қанда ана тоқтолар батақ сері баллаға де. Ол қағана оғыруат олардан бұрдық үйіннерен. Ол онына бігеннері өренен биден Павловскайда бары оғыруатчыттар. Онына сақа серігер атыр бұд, сақа мечурінна Михаил Григорьевич Егоров иеті онны реләбет. Оны кыра Михайча кенені батығы ғыджыбытығы. Бағар онтан сылтан кені улахан оғыруатчыт бол бұта болайын сабағалы бұд. Онына көлүңөр девиндай погрептара уус диете барын биллибит саңа. Онна останкаларын эме көрдүү хиджабыт. Инди курдук каз бидди оларан аспек бихека тугуре эбер. Оны тахамай улахан тугунан болар усипанитса бар. Онда бу Кушнаревтар жаннара көмүлле хаталлар. Оны собухобу келбит барбыт чоннор онда ылжыттары бихи көрдүү.